тема истории Ингушетии – это очень дорогая сердцу тема. Вот, я всегда нахожусь все время вот в режиме работы, в режиме поиска. Вот, вся моя жизнь посвящена вот, восстановлению истории ингушского народа. Дело в том, что я перечитал в свое время всю литературу, которая имелась в библиотеках в Малгобеке. Вот. Надо сказать, что у меня были в то время еще ряд друзей, которые также любили говорить о истории Ингушетии, в том числе здесь вот как раз присутствует сын моего друга Дурбекова Башира. Вот он как раз является свидетелем того, что мы еще в то время обсуждали эти проблемы. И так жизнь распорядилась так, что я не находил тогда, в то время, в этих публикациях того, чего бы мне хотелось. То есть сведения, которые были в тех изданиях, в тех книгах, были не совсем удовлетворяли нас. Поэтому я для себя решил, как только я закончу школу, если у меня получится, посвятить свою жизнь тому, чтобы собрать все, что есть об ингушах. Все, что можно собрать, и чтобы узнать глубже историю своего народа. Чем это было обусловлено? Дело в том, что мы были в ссылке, вы знаете. Вот. Мы приехали, когда учились в школе. Вот. И были разговоры о том, что мы были сосланы ингушей, о том, что мы не воевали, вот, и так далее, и так далее. По рассказам старших, а я внимательно слушал старших, я знал, что наши отцы и деды сражались на фронтах. Насколько можно судить по многим рассказам, ингуши всегда были доблестными людьми, доблестными воинами, и никак не могло такого быть, чтобы ингуши не сражались бы. Поэтому это немножко, когда мы слышали от некоторых учителей, от некоторых людей такие высказывания, вот, и особенно это было, когда наступал 23 февраля. 23 февраля, как известно, был праздник. Вот. Но для нас, для ингушей, когда мы учились, мы всегда помнили о том, что в этот день наш народ был депортирован в Казахстан. Поэтому вот эта вот некая попытка или желание восстановить, доказать обществу, что у нас были достойные люди, что у нас были достойные воины, что мы патриоты своего Отечества. И глубже, чтобы узнать, я думаю, решим, собирать все, что можно, все, что мы сможем достать. Ну, первые попытки мои, уже профессиональные, можно сказать, они были в 1971 году. Я поступил в Горский сельскохозяйственный институт и тут же записался в республиканскую библиотеку. К счастью, я был допущен в хранилище, я спускался вниз, видел там очень толстые такие золотом тисненные книги, я имел счастье их читать, меня допускали. Вот, и просматривал также и газеты, особенно газеты «Власть труда» за 20-30-е годы. Вот. Это были первые находки, первые чтения такие. В то время вот та литература, о которой я говорю, она не была, как бы сказать, доступна многим, даже, может быть, и ученым в то время. Вот. Ну и еще осложнялось тем, что, собственно, не было развитой такой истории ингушского народа. Поэтому все подавалось через цензуру, все, что было. Вот. И, ну вот, это получилось так. Но в 1973 году, несмотря на то, что я занимался, я был после событий в Грозном, после митинга, был исключен из института, хотя я в Грозном не был. Я не был на митинге в Грозном, но я, конечно, сочувствовал, все такое, но я там не был. Но получилось напряженное отношение с... Я учился, преподаватели были осетины, особенно декан. Все это повлияло, и я вынужден был уйти. Через год, вернувшись, я поступил заново, снова поступил в сельхозинститут. Вот. Но через год опять был исключен ввиду неприязненных отношений ко мне со стороны декана, осетина. Вы, может быть, и слышали о нем, это Казаев Георгий Сабункаевич. Это бывший лидер Осетии, который делал все против ингушей. Он был депутатом Верховного Совета Осетии, когда был Богатырев в то время. Вот.
Вот как раз это и есть человек, который очень рьяно выступал против ингушей. Затем судьба меня перенесла в другие места, в Волгоград. Но где бы я ни был, будучи даже в Волгограде, я посещал библиотеки, брал там книги, читал, делал выписки и так далее. То есть все, собирал все, что можно собирать. Но позже я поступил в 1980 году опять в сельхозинститут на экономический факультет. В 1984 году закончил с отличием. Вот. И можно сказать, что вот с этого времени я почти все свое время посвятил именно этой деятельности. Посвятил делу, значит, собрать все сведения об ингушах. Для этого я сотни раз побывал в библиотеках в Нальчике, в Грозном, в Владикавказе. Вот. Каждую субботу я выезжал. Вот. Делал это я так, чтобы никто не знал, никто не в курсе был. И впервые я легализовался как вот исследователь, который собирает в 1988 году. В 1988 году мною было составлено одно письмо. Его подписали более 100 человек, в том числе не только ингуши, но и русские, которые проживали в Волговеке, с тем, чтобы опубликовать все те материалы, связанные с ингушами. Это письмо было адресовано в журнал «История КПСС», в ЦК КПСС и руководство обкома партии. Ну, правда, моя подпись там была, по-моему, 5-й или 7-й, вот, впереди были другие люди, и в конечном счете ЦК не ответила, история КПСС прислала ответ, она, в общем-то, в принципе, согласилась с тем, что эта история Ингушетии не очень-то, кстати, написана. И был также ответ и с обкома партии, но это было в газете, уже «Ленинское знамя». Вот с этого времени начинается плодотворная работа. Вот. И началась работа. Мне удалось несколько сделать публикаций в местной газете «Ленинское знамя». Вот. Позже вот, прошли, как видно, мы видим события, связанные с созданием нашей республики. Вот. И здесь, значит, стал вопрос, как быть. Я работал на ответственных должностях, я работал главным экономистом агропрома района Малгобекского. Позже я работал главным экономистом управления буровых работ. Но, несмотря на это, я выезжал, брал отпуска, вот, ездил по архивам и доставал все эти сведения. Мне повезло еще в том, что встретились хорошие люди. Вот, мне, значит, помогли связаться с библиотекой, сейчас это Российская национальная библиотека в Петербурге, где до сих пор работает, еще с тех пор моя знакомая Лариса Александровна Горячева. Вот я недавно был в Петербурге, мы встретились, вот, которые еще в то время, значит, я заказывал копии, так как копии очень дорогие были, я заказывал пленки. Не фотоотпечатки, а саму пленку. То есть этих пленок набралось, ну, может быть, несколько километров, наверное, если их размотать, так сказать. Вот. А потом, значит, я обращался в российский военно-исторический архив. Там тоже работал мой близкий товарищ Карпеев Игорь. Вот. Обращался в Ленинку и таким образом комплектовал как бы, сведения, материалы. Ну, по ходу выяснилось, что сведения об ингушах были не только на русском языке, были и на немецком языке, были на других языках. Ну, я немного увлекался немецким языком, поэтому мне не составляло труда поработать в этом направлении, вот, и приобретать материалы. Но на этом пути мне встретились спонсоры. Особенно, вот я хотел бы отметить здесь первый спонсор, это Мухарбек Аушев, это 1995-1997 год, 2 года, который, будучи депутатом Государственной Думы, 2 года финансировал мою деятельность, мои поездки. Затем 1997 год, затем 3 года я был безработным, сидел дома, потому что считали, что я работал с ним, значит, мне нельзя работать. Вот. Позже я познакомился
с очень хорошим человеком, это из Москвы, Амир Базоркин, который с 2000 по 2002 год финансировал мою деятельность. При этом они помогали снимать жилье, так как это очень, кстати, накладно, и 2 года была очень хорошая работа. При этом я в свое время служил в Тбилиси, вот, и мне очень хотелось, конечно, побывать в Тбилиси, в архивах, и за это время, до сегодняшнего дня, я совершил более 20 поездок в Тбилиси, в архивы, где работал в разных местах, и брал оттуда копии документов. Мне также, у меня были и есть друзья, которые занимаются тоже подобными же вопросами. Это Марьям Яндиева, это Адам Мальсагов. И они были в Москве, сейчас Адам здесь находится. Вот это мы как бы троем, в принципе, мы познакомились в 1995 году, и до сегодняшнего дня мы дружим и плодотворно дружим в том плане, что мы, скорее всего, я не скажу, но вот Марьям Яндиева, она автор этих сборников, она издает эти сборники. Моя же задача заключалась в том, чтобы набрать архивные сведения, информацию для этих сборников. Но эти сборники, вы в курсе, их достаточно много. Вот. Ну, и говоря, продолжая вот о спонсорах, скажу, что со стороны государства я, значит, был 2 раза всего лишь, всю свою деятельность, 2 раза я был профинансирован. Одна поездка, это была 2-3 года назад в Германию, но при этом речь шла о том, чтобы я выявил материалы о защитнике Брестской крепости Барханоеве. Я поставил задачу, сказал, что для выполнения этой задачи мне необходимо 2 месяца работы в архивах, 1 месяц во Фрайбурге, другой месяц в Кобленце, и только таким образом можно будет получить нужную информацию, выявить сведения. Но, к сожалению, работа по подготовке того, чтобы я поехал, а речь шла о визе главным образом, она не была сделана, и поездка, она, значит, уже могла сорваться. И я тогда предложил ответственному за мою поездку, это был Дезали Валихан, мемориал, я говорю так, у нас поездка не получится, скорее всего, поэтому необходимо что-то делать. Я предлагаю, чтобы я поехал в Германию, коль меня не могут отправить, туристом на 20 дней, вот, через фирму. Но за эти 20 дней, конечно, я не привезу материалы о Барханоеве, но я привезу все равно что-нибудь такое, что, чем мы можем потом как-нибудь гордиться тем, чтобы там нашли материалы. Он согласился, и таким образом я поехал. 20 дней. Из этих 20 дней 5 дней были выходные, было всего 15 дней, из них 10 я провел в Штатсбиблиотек в Берлине и 5 дней во Фрайбурге. И из которых из 5 дней 1 день был в университете фрайбургском, вот, а 4 дня провел в архиве. За 4 дня я сумел просмотреть более 100 дел, выявить материалы по Брестской крепости. Я выявил материалы, но там нет речи о ингушах, то есть речь идет о советских войсках, и это дневник боевых действий 45-й пехотной дивизии, которая брала Брест. Но, к сожалению, о нашем защитнике сведений я не нашел. Вот. Но нашел несколько дел, по-моему, там 6 дел о Малгобекских боях. В том числе нашел десятки вещей, я имею в виду книги и материалы, которые я скопировал и привез, вот, которые не касаются, правда, военной темы. Кроме того, мне не удалось взять, но я сумел прослушать 3 пластинки. Это 1917 год по 2 минуты. Это записи ингушской речи Жемалдина Албагачи, который был в то время, запись была сделана в Берлине. Вот. Я их прослушал, но, к сожалению, я взять копии не смог, потому что нужно было письмо от государственного учреждения, которого у меня на тот момент не было. Вот. Но те материалы, которые привез, я считаю, что эта поездка была очень удачной, но, с другой стороны, жалко, что я не доработал. Дело в том, что мне нужно было еще время, чтобы
посмотреть, полистать массу дел. Это очень много. Даже 100 дел выявить, вернее, просмотреть за 4 дня, при том, что нужно еще и заказать, получить и получить копии. Это достаточно сложно было. Но вот это одна поездка. Это по линии государства. Другая, мне, значит, 65-летию, значит, за 10-12 дней до 9 мая предложили поехать в архив, выявить материалы о войнах в Ингушах. Ну, конечно, за такое время нельзя ничего выявить, и при этом дали на дорогу 50 тысяч рублей. Причем это деньги, которые выдали, их несколько раз повторили, что их давали. Но люди, которые слушают, могут подумать, что это дали мне как бы как премию. На самом деле это деньги, если учесть, что в Москве нужно провести месяц в гостинице, а кто был в Москве знает, что такое, что это 50 тысяч, плюс еще там надо жить, копировать и так далее, сумма вообще-то недостаточная. Но я был благодарен и тому. Вот. В результате этой работы было выявлено 87 карточек, картотеки награждений ингушей. И я их привез на родину. После этого были, вот в прошлом году у меня были 3 поездки, которые профинансировала архивная служба, руководитель Картой Магомед. Тоже, я считаю, что она достаточно удачная была, очень много материалов, мы их выкупили, достаточно много. И последние 2 поездки были профинансированы московским ингушом Куштовым Баширом. Это поездка в Баку и поездка в Санкт-Петербург. Это вот последние мои поездки. Вот вкратце я рассказал о тех людях, которые финансировали, и о том отношении к этой деятельности. Вот. А теперь вопрос о том, что мы выявили, что мы находили и так далее. Но если взять вот суммарно, так сказать, чем можно, как бы сказать о результатах работы, то, наверное, надо отметить выявление работ. Это было в 1995 году работ Фомы Ивановича Перепекина. Это труды, которые лежали много-много лет безвестными. Вот. К счастью, удалось найти несколько его трудов, вытащить из архива в Санкт-Петербурге, скопировать. Вот. Другим таким показателем можно отнести то, что мы за все это время выявили более 380 работ Ресингерия и Магомеда Джибагиевых. Это работы на русском, немецком, турецком, польском языках. Мы, Марья Миндиева, Адам Айсагов, частью издали их, частью это готовится к изданию, но, к сожалению, из-за финансовых затруднений нам еще достаточно сложно издать в полном объеме все его труды. Можно сказать еще и о том, что мы выявляли материалы о Шамиле Заурбековиче Ахушкове. Это кинодеятель, человек, который в 1929 году он являлся ассистентом режиссера фильма «Судья Ритонеску», это художественный фильм, также фильм «Перекоп», 1931 год, вот, и является автором рассказов из цикла «Ингушетия» в 1927-28 году, который очень высоко оценил Горький, очень высоко. Позже он выпустил вместе с женой Сергея Эйзенштейна, первой Моисеевны Аташевой, ряд сборников по истории мировой кинематографии, которые и сегодня являются как бы учебниками для многих. Это очень, но он является составителем этих сборников. Другой наш деятель – это Берт Асламбекович Котеев, сын Асламбека, полковника Котеева, который с 1928 по 1935 год являлся председателем правления «Восток кино СССР». Вот представьте себе 2 ингуша на заре, так сказать, кино, можно сказать, советского кино, работали вот в такой отрасли, которая, как бы, к сожалению, надо сказать, что и почти ничего об этих людях не было известно у нас на родине. Но, к счастью, мы сделали ряд публикаций, и теперь это уже стало известным. Эти материалы уже, о них уже знают в нашем народе. Надо сказать, что мы выявляли очень много материалов о воинах, служивших как в дикой дивизии, так и вообще.
Вот. Оказалось, что наши люди были достойными людьми, достойными патриотами. И слава, вы знаете и без меня, что слава дикой дивизии Особо-Ингушского полка, она до сих пор звучит. Вот. И это отмечает не только ингуши, но и исследователи из России. Вот. И нам есть чем гордиться. Я считаю, что мы в этом направлении, конечно, наши исследователи Ингушетии поработали неплохо вообще-то, но нам еще далеко до того, чтобы считать, что мы отработали эту тему. Есть еще много материалов, которые необходимо смотреть. Ну, что касается поездок, я уже сказал, что в Берлине и во Фрайбурге мы были. Мы были в Грузии много раз. В Грузии ситуация такая. В Грузию нам надо ездить чаще, больше, потому что там очень много материала. Мы сколько могли брали копий, но там еще очень много. И материал там еще находится, большая часть материала находится на грузинском языке. К счастью, я знаю графику и благодаря этому выявил более 30 работ. И выявил, и скопировал, привез. Это на грузинском языке об ингушах. Причем часть материалов 19 века, часть начала 20 века. Вот. В Баку я был вот в этом году. В Баку из ингушских исследователей никто, в принципе, вот так масштабно никто не работал. Это была первая поездка, но она тоже дала результаты свои. Мы привезли оттуда аттестат учительницы Гюльбахар Ахриевой, это дочь Чаха Ахриева Тамара, ее аттестат, свидетельство о том, что она закончила русский язык, она преподавала русский язык и литературу. Там же, был полицмейстером, градоначальник города Баку Гуда Гудиев, были ряд материалов с ним связаны. И, к сожалению, мы искали материалы об Османе Мурзабекове. Мы в этот раз я не смог ничего обнаружить, но дело в том, что это у нас тоже, это, можно сказать, такая интересная страница для истории ингушского народа, потому что Осман Мурзабеков был женат на Терегуловой, а их было 3 сестры. На одной был женат Узей Гаджибеков, классик азербайджанской литературы, на второй был женат Муслим Магомаев, дед Муслима Магомаева, певца, и на третьей сестре был женат Осман Мурзабеков. Я был в доме музея Гаджибекова, но, к сожалению, о нашем представителе мы не нашли, но дело в том, что он, как и Гуда Гудиев, был расстрелян в 1920 году. В Баку очень большая была наша, диаспора, там многие работали полицейскими, работали на нефтяных разработках. Вот. Но эти материалы мы привезли, и частью мы их будем публиковать, вообще-то будем их. Вот. Работали мы в разных городах, в Тамбове, в Ставрополе, в Москве, Петербурге. К сожалению, есть материалы об ингушах в архивах Киева, Харькова, вот, Одессы. К сожалению, мы туда так и не смогли выехать посмотреть, но там обещающие. И самый такие важный, архив все-таки это архив в Владикавказе, где очень много документов. И практически не было до сих пор работы, чтобы мы могли оттуда взять копии. Ну, что-то там, сколько могли, мы как-то брали потихоньку, но все-таки эта работа не на уровне еще. Вот. Я так вот рассказываю все это сумбурно, говорю о многих этих вещах. Дело в том, что работа, несмотря на то, что там много лет мы работаем, но материалов по нашей истории очень много, очень много. И поэтому необходимо, я это говорил и на всех уровнях, поощрять поездки, командировки в архивы, насколько это можно. Потому что архивы могут пропасть, могут сгореть и так далее, поэтому нам нужно брать. Для чего нам нужны архивы? Еще одна проблема. Дело в том, что многие наши
славные страницы, многие наши очень хорошие, как бы сказать, вещи, они, значит, это в науке называется плагиат, присваивают некоторые исследователи, ну, скажем так, не ингушские. Вот. Поэтому наша задача вернуть нам нашу историю. Вот. Поэтому наша задача анализировать тексты, вот, и добиваться того, чтобы наша наука ингушская, историческая, вышла на передовой уровень. Потому что как народ, живущий здесь многие тысячелетия, мы имеем собственную историю, которой мы можем гордиться. Вот. И только жаль, что некоторые наши славные страницы все-таки у нас как бы забирают. Поэтому наша задача работать, доставать документы и публиковать, чтобы была истинная история, объективная история. Я не буду ударяться, объяснять, кто и как, что это делает, но это, как говорится, вопрос, конечно. Вот. Но скажу только так, что просмотрев десятки тысяч документов, я могу сказать, что нам есть чем гордиться. Наши предки были великими людьми, и нам нужно искать материалы. И для этого нам не нужно что-то исправлять там, или поправлять и так далее. Нам хватит того, что у нас есть. Поэтому если человек был, скажем, там, простым офицером, нам нет необходимости думать, что он был там генерал там, или еще кто-нибудь. Нет необходимости, потому что, будучи даже такими людьми, наши люди показывали чудеса храбрости, чудеса, значит, нас везде, где бы мы ни были, бы нами считались, нас уважали. Вот. Но это нам, эту славу нам оставили наши предки, а нам нужно в жизни жить, работать, трудиться и своими примерами, своей жизнью, своими хорошими делами показывать, что мы являемся достойными наследниками дел наших предков. Вот вкратце, что я хотел сказать. Исторический вопрос. Каковы причины депортации именно из всех кавказских народов, именно ингушей, чеченцев, карачаевцев и балкарцев? Почему именно они, а не кто-то там другой? Вот ваше мнение каково в данном случае по данному вопросу? На этот вопрос сложно ответить. Почему? Потому что никаких объективных причин, вот, каких-нибудь негативных проявлений со стороны ингушского народа не было, чтобы как-то оправдать или объяснить причину депортации. Потому что на фронт ушли многие, на фронте сражались очень многие, но депортация совершилась 23 февраля, а есть документы, которые свидетельствуют о том, что уже в 1943 году, это газета «Газалат», значит, которая в Германии выходила, там, значит, один пленный советский давал показания и говорит, что скоро собираются выслать ингушей. То есть уже в 1943 году информация о нашей высылке была. Вот. Ну а с другой стороны, уже с 1942 года есть различные документы, где нас уже не берут, как бы сказать, в армию, а с другой стороны с фронта отзывают. Вот. Поэтому я считаю, что объективной причины, то есть вины за ингушский народ никакой вины нет в этом плане. Что касается выселения, то вопрос о выселении ингушей, вообще выселении, стоял и раньше, еще и до революции тоже стоял. В 1905 году стоял, в 1911 стоял. То есть вопрос это стоял. Потому что вопрос в том, чтобы просто тогда было, чтобы убрать народ и освободить территорию для того, чтобы здесь, так сказать, раздать землю другим. Но таких объективных причин не было. Вы сами знаете, что в защите Брестской крепости, в защите всех других объектов, потом масса публикаций появляется. Потом были разные случаи. Например, вот мой родственник один, он был до 1944 года был на фронте. Но он сегодня не считается ни ветераном, ни участником. Почему? Потому что в 1944 году
Его сняли с фронта, так же, как и других ингушей, и поместили в лагерь. Условия жизни в этом лагере были невыносимые, им пришлось, значит, бежать с этого лагеря, разоружив охрану и так далее. После чего они считаются уже бандитами. И теперь уже никак не подпадает под ветерана. А какова была его вина? В том, что он был на фронте, с него сняли, потом издевались. Поэтому есть и такие случаи. Поэтому вопрос поставлен правильно, и вы сами знаете, сейчас появляется масса публикаций, где видно, что мы участвовали наравне со многими другими народами, защищали тогдашнюю нашу Родину. И достойно защищали. Вот такой ответ. Так, кто-нибудь еще хочет задать вопрос? Шамиль Фергиев. Вот мне приходится слышать, вот, чисто таком на обывательском уровне истории, которые говорят, вот, попасть к нам в Грузию, и там столько материалов, то что если мы прочитаем эти материалы, там чуть ли каждый ингуш там не захочет с кем попало здороваться. Есть ли там такое вот, такое огромное, чего творится? Какие чудеса. Да, то, что это на уровне маразма эти разговоры, или на самом деле есть там что-то, чего такое можно найти? Если на самом деле такое величественное, то... Почему об этом никто не говорит? Ну, мы стараемся искать. Я, честно говоря, слышал эти высказывания очень много и очень давно. Вот, они, видимо, не на пустом месте. Поэтому просто кто-то, может быть, знает больше о нашей былой славе, о наших предках. Мы, к сожалению, мало знаем об этом. Но я думаю, если даже мы достанем какие-то такие материалы, нам нельзя так себя вести, чтобы там ни с кем не здороваться. Мы должны осознавать. Но дело в том, что мы должны гордиться своей историей и делать все, чтобы дальше мы несли славу предков. Она у нас славная. Там, когда мы в Грузии ищем, мы, к сожалению, можем только искать материалы, в основном 19 век, ну и чуть-чуть там немножко мы можем захватить какой-то другой век. А речь о древней истории в Грузии документов наших там нет, насколько мы знаем. Другое дело, если мы поработали бы в Армении, в Матандаране, может быть, мы нашли бы какие-то такие более древние вещи. Вот. В итоге в Грузии кроме маразма ничего нет, да? В Грузии очень много документов. Мы должны ставить задачу реально выполнимую при поиске документов. То есть мы сейчас не говорим там, что такое-то найти. Нам бы найти то, что мы можем найти. Что-нибудь о наших предках. Вот. Неважно, там, служил ли он, работал ли, и что-то такое. Мы не работали с ними. Даже эта карта Схауреба, мы ее не читали в оригинале. Вот. А в истории, несмотря на то, что мы соседи, братья и все остальное, нужно читать в оригинале все документы. Только в оригинале. Потому что все остальное может немножко быть не тем. Даже если, когда мы смотрим переводы с других языков, тоже нужно быть осторожным быть. Потому что эти вещи переводили не ингуши. Поэтому могут быть ошибки быть. Могут быть какие-то другие проблемы быть. Поэтому наша задача, почему я вот об этом даже и говорил сегодня, наша задача при поиске доставать оригиналы, первые документы. Не те, которые потом через каких-то посредников мы узнаем там о том, о сём. Часто оказывается, что они неправильные. Первоисточники. Нужно брать только первоисточники. Наша задача выйти вот на них. Только так тогда мы Именно можем... вот труды с Леонтием Равели, тот же Картис Саулеба, реально в оригинале прочитать и достать его, посмотреть. У нас очень есть люди, которые читают по-грузински. Реально посмотреть, да. Насколько я знаю, нам не хватает, кстати, специалистов, которые разбирались в древнегрузинском языке и древнеармянском языке, на котором написано большинство этих В грузинском мы еще можем, но армянском надо это документов. То есть нам нужны специалисты еще, которые умели бы с этими документами работать. Затронутая тема. У нас в республике недавно был такой проект, не скажу, что он развивался, во всяком случае, нам говорили, приезжие специалисты, который предусматривал обучение ингушских студентов в Армении на армянском языке и с последующим доступом, я думаю, к Матандаран, греческому, наверное. Да. Просто я не знаю, в каком состоянии этот проект сейчас находится.
Ну, я просто отвечу на этот вопрос немножко. Дело в том, что в 1997 году я встречался с Гурамом Гумба, это абхазский исследователь, который писал работу об Лейнахах по Ашхаруйцу, то есть по армянской истории. И вот это 1997 год был, он, значит, в Москве нам говорил, предлагал, вернее, чтобы мы донесли до руководства с тем, чтобы выбрать хотя бы 4 человека, ингуша, для обучения в Ереванском университете. Вот. Единственное, требовалось от наших властей просто платить стипендию. Все остальное он брал на себя. Вот. В 97-м, да? В 97-м, да. К сожалению, из этого ничего не вышло. Почему так? Там хочет. Я просто хотел спросить о посттаберландском периоде. То, что я читал, не конкретно, все как-то расплывчато и непонятно. Есть ли данные, там, я имею в виду времена Марии Темрюк. И следующее, я хотел спросить еще от Санара, чтобы немного подробнее рассказали. Имеют ли они отношение к нам? Кто? Санара. Дело в том, что по карте Совреба территория расселения Зурзуков, то есть предков ингушей, она доходила до Чартали. Чартали – это, значит, рядом с Ананурией. Это как раз санары жили ближе к Дарьялу, ну, в районе Дарьяла, так скажем, то есть попадали в зону расселения зурзукских племен. Поэтому вполне есть основания говорить, что санары – это часть Этнически близкие нам люди, или это наши люди, так можно сказать. Вот. Что касается архивных данных вот по монгольскому периоду, по тимуровскому, мы имеем только несколько известных трудов, это летописи, но я считаю, что необходимо было поехать бы вот или в Монголию, или там в Среднюю Азию, с тем, чтобы все-таки достать какие-то документы тех как бы историков, которые были вместе с Тимуром и могли бы как-то просветить этот вопрос. К сожалению, у нас эта тема как бы не достает документов. А период Михаила Темрюка и Марии, вот этот открытый какой-то период? Ну, этот период, здесь я так его рассматриваю, я как раз писал по этому поводу. Дело в том, что после похода Тимура, Тимур был в наших краях, он, значит, сражался с нашими предками, вот, он, значит, разорил часть нашей территории, вот, и мы вынуждены были отступить в горы. Соответственно, вот здесь как раз вы затронули такую тему, что нас обычно в советской истории писали о том, что ингуши жили в горах. Ингуши в горах, как сказать, ну, как бы жить-то жили, конечно, но основное место жительства не были горы. Горы – это тыл, горы – это родина, горы – это все, но мы жили все-таки на плодородных равнинах, по течениям рек, возделывали, значит, разводили, значит, скот и так далее. Поэтому помещать нас полностью в горы и больше ничего – это неправильно. Поэтому в горах мы оказались на своей же территории, в горах, просто когда пришел Тимур. После того, как он ушел, мы, значит, стали спускаться по мере наших сил на равнину. Вот. И заполонили эту равнину. Я имею в виду район от, скажем, вот где сейчас вот мы находимся, весь этот район мы, значит, спустили сюда. Но в 1562 году, с переходом на 1563 год, была совершена экспедиция Темрюка Идарова, и, значит, ему был придан отряд из 1000 стрельцов Григория Плещеева, а также ногайские, значит, ногайское, так сказать, войско было. Но в ногайском войске дело в том, что одна, значит, дочь была замужем за царем российским, а вторая была за ногайским. И вот теперь, да, теперь они все собрались, пришли сюда, и здесь произошло кровопролитие, очень большое. Но в документах не пишут, что они с ингушами, в документах пишут, что они брали сонские земли. Вот. Но судя по тому, что если проанализировать состояние до 1562 года и после, появляется ситуация, когда кабардинцы заняли всю равнину, вплоть до Грозного, и проживали здесь, вот с 1563 года. И проживали до 1700 там, каких-то годов. После чего ингуши, набрав силы, спускались, вот, и под давлением ингушей кабардинцы вынуждены были отступить.
Поэтому, когда сегодня идет разговор, чья это земля, вот часто говорят, это кабардинская, кабардинцы здесь временно проживали с 1563 по 1700 годы, в этот отрезок времени. Причем проживали не так, чтобы там здесь такие селения были, а скорее вот типа как, ну, хуторами, там, так вот, они здесь вот как бы ходили, все, и все. А так, но сами посудите, то есть ингуши спустились на свои же земли, где откуда они сошли. Об этом очень много, если проанализировать вот, родословно, это все видно. Поэтому, но с другой стороны, мы считаем, что если анализировать, а сами кабардинцы появились, по данным кабардинских исследователей, в 15-16 веках вообще здесь появились, не только в Ингушетии, а вообще в Кабарде даже, так считают, по крайней мере, ученые. Вот, поэтому споры о том, что мы живем там, это вопрос, мы живем на своей земле. Тоже касается и других соседей. Я бы не хотел эту тему так глубоко говорить, но скажу только прямо, что до походов Тимура вся территория Осетии, на всей территории Осетии проживали предки ингушей. Может быть, они назывались там другими именами, как мы сегодня там говорим, там Алгай, там Варсtvой, там или Мялхи, там, неважно, но важно, что проживали наши люди там. И я объясню почему. Ну, я так считаю, что, например, если взять топонимы на территории Осетии, топонимы, взять все названия, взять, вот скажем, башенную культуру, то башенная культура в Осетии, там очень много, значит, памятников, но все эти башни построены до них. Все эти башни, нет ни одного предания, по которому какой-либо предок нынешних там живущих людей, что кто-то построил там башню. Что они там проживали, есть еще. Но человек пришел, занял и жил. А вот чтобы построил, как вот у нас говорят, вот там Эрзи там строил тот-то, там Хяни строил тот-то там, то есть там привязки нету. А что касается склепов, там вообще никакого порядка нет, потому что они, склепы и башни должны иметь фамильную привязку, как у нас должны иметь. У них этого там нету. С другой стороны, есть как бы персонажи, я просто об этом тоже могу сказать, осетинский Ос-Богатар, если вы знаете, и Давид Сослан. Это все персонажи до XIV века, до прихода осетин, предков осетин, я имею в виду таджиков из Таджикистана, на эту территорию. Нету, то есть это до того были, население там было. И в связи с этим получается, кто эти герои? Ос-Богатар и Давид Сослан. Я обратил внимание на то, что здесь присутствует связка имен, два имени. Два имени в осетинском языке, в традициях нет традиции называть два имени сразу. Нет такого. Вот. Ну, если впереди стоял бы там, скажем, эпитет, там, рослый, там, здоровый, там, еще понятно. А там, в случае, имена стоят. Это означает, что традиция отсутствует, а имена есть. Отсюда следует, что традиция это есть только у ингушей. Только у ингушей стоят два имени. Впереди имя отца, затем сына. И только у нас, на Кавказе я имею в виду. Я не беру сейчас вот арабы, там, я говорю здесь у нас. Другой нету. Поэтому получается, что речь идет о каких-то героях, которые не относятся, которые были до их прихода. А до их прихода создателями, строителями башен и всех этих названий, которые там есть, являются наши предки. В конечном счете, получается, речь идет о наших предках. Тем более, там даже есть такое пояснение, что у этого Ос-Богатара был брат. И кто, вы думаете, у него брат? Ос-Челатыр. То есть впереди тоже Ос стоит. А раз он брат, значит, получается, отец один у них. Хотя это соответствует ингушскому имени Чолдыр. Челатыр, Чолдыр ингушское. То есть здесь можно, это как бы сказать, наши доводы, можно спорить, но, как бы сказать, я не вижу, чтобы, коль уж нет традиции такой, то есть получается у нас взяли, так сказать, наших персонажей взяли, и оно бытует как будто бы чьи-то чужие там. У них нет традиции, но у них зато был Васуабай.
Магомед, ты вот хотел дальше тоже вопрос задать? Да. По поводу архива еще два вопроса. Да. По поводу архива, вот, до депортации 37-38 год, репрессии 37-38. Меня это интересует, как конкретно затронувший человека, прадед Цундяуш в 37-38, как религиозные деятели были репрессированы. И какие-то корни мы нашли, по слухам, где-то до Карелии. И там дальнейшие следы кончаются. Нет у нас дела Кашидас, Хамдас и дальше ее история, хотя территория находится. В любом случае были какие-то списки, да, составлены перевозимых, их считали наверняка, там оставляли больных, беспомощных, каких-то поздоровее куда-то в лагеря, работать. Где-то их как-то должны были отмечать. Была ли проведена такая работа, вот, известна ли какая-нибудь информация по поводу Карелии, Коми, по-моему, и Пермь, да? И вторая часть, это другой временной и культурный период. Опять же, касаемо меня, мне очень интересно, после первых дней депортации слышал от многих людей, от потомков тех, у нас оставались здесь сотрудники НКВД, да, долгие годы работали еще в горах, и жили здесь на равнине с измененными фамилиями, не меняя фамилии, мы все это знаем, так? Осталась информация о том, что в первые же дни был какой-то английский и французский десант в горах Ингушетии, выносил, ускоренно разрушая какие-то склепы, сооружения, вносили оттуда исторические артефакты. Доподлинно мы знаем то, что была разрушена могила так называемого легендарного Гия. Она была разрушена именно в этот период, и полностью разрушенный могильный склеп, очень большой, где в размерах мы его наблюдали. И на уровне слухов мы ищем какую-то информацию, что где-то какой-то якобы экспонат выставлен где-то в музее в Англии. А может в Грузии где-то в архивах вы слышали о все-таки и Ги, и имя Гия, и корник какой-то грузинский там в любом случае был, то ли от бабушки, это имя Гия все-таки, Гия акции. Есть информация такого рода. И очень волнует информация Маго Джей. Недавно со стороны Грузии хотели передать какие-то записи по Маго Джей, да, Иджакиевым и Дзауровым. Разделенный такой вопрос, если по чуть-чуть, если на каждом случае. По поводу 1937 годов, вообще-то надо было бы обращаться в Грозное, в Грозном, в архиве КГБ и МВД были эти дела, по крайней мере до 92 года они были там. Но учитывая, что там как бы по информации, что все потеряно, я обращался по этому поводу еще в 1997 году в Главное информационный центр МВД России туда. Я позвонил туда и поставил проблему о том, что мы ищем вот, тех, кто был расстрелян и так далее, и нужно посмотреть. Мне было сказано, кто я. Я говорю, я представитель архивной службы. Они говорят, у нас ведомство закрытое, то есть там может работать только сотрудник МВД. Вот. А что вы хотите? Я хотел посмотреть, говорю, среди всех этих дел списки ингушей, которые репрессированы. Он отвечает, что их там много, там где-то, по-моему, около 80 миллионов дел. Как вы собираетесь, говорит, все это посмотреть? Я говорю, если у вас есть картотека, мне не проблема. Я могу за 2-3 месяца выбрать всех ингушей, пропуская всех остальных. Вот. И, ну, как недопуска не было, значит, соответственно, я не смог отработать. Люди задавали многие эти вопросы, я обратился затем в МВД Ингушетии. Это давно, несколько лет назад было, обратился я, министр не был, замминистру. Вот, и поставил задачу, говорю, вы должны выйти с письмом, с ходатайством к министру МВД России с тем, что республика молодая, нужны сведения, поэтому нужно просмотреть каталог и выявить это самое, списки. Если вы это письмо, ну, разрешение получите, так сказать, я готов бесплатно отработать 2-3 месяца по выявлению.
Что касается потом, вы сами будете там брать, все это такое. К сожалению, эта идея не была поддержана. Поэтому вопрос, никто его до сих пор, вот вы задали, не решать его никто не решает. Ну, решить, в принципе, можно через вот этот центр получить информацию, какие люди там проходят по картотеке, то есть кто там есть. И тогда уже можно будет конкретно узнать, где, как, что и так далее. Это один вопрос. ГИА, что касается вот этого вопроса древней нашей, так сказать, вот, письменности и, вот вы сказали, Джи, дело в том, что кроме тех листков, которые сохранили Джеркиевы, у нас практически ничего не осталось. А вот то, что было у Джеркиева, на самом деле хранится у Гиви Гамбашидзе. Я был у него, он, значит, показал этот, но ему это подарили в присутствии, ну, сам старик подарил в присутствии детей, поэтому он показывал. Но по поводу этому можно сказать следующее. Я, значит, имел информацию, что Клапрот, будучи в 1807-1808 году здесь у нас, был в Тхаба-Ерды и взял оттуда религиозные книги. Вот. Вернее, он написал, что он их видел. Другой исследователь в 1819 году, Стевен, он, значит, написал, тоже есть такая публикация в немецкой прессе, как вы можете утверждать, что вы видели, значит, эти рукописи, коль вы там сами не были. А он отвечает, да, я там не был, но там был армянский священник, вот, Кайтмазов, который принес мне, и я их у него купил, эти рукописи, и сдал их в Берлинскую королевскую библиотеку. И я как раз был в Берлине. Я решил посмотреть. И сам посмотрел, я не нашел. Потом подключил сотрудников, и мы искали среди грузинской литературы, среди, ну, на грузинском, на немецком языке, никаких следов мы не нашли. Но там четко зафиксировано, что он их сдал туда. Единственное, чем объяснили мне сотрудники библиотеки, есть такое понятие у них «крейгферлюст», то есть потеряно во время войны. Видимо, но немцы очень точный народ. Ну, я думаю, что искать надо. Но, по крайней мере, он сдал туда эти рукописи. Но опять же, если он соврал один раз, почему, что ему мешало соврать и второй раз? Если он в первый раз сказал, что он видел их, а потом вдруг оказалось, что он их купил, то, видимо... Нет, он говорит, он их видел, потому что он взял у этого армянина, а сам он в Тхаба-Ерде не был. То есть он там не в смысле посетил, взял, а он просто через человека взял, который там был, привез, священника армянского, он у него купил. То есть он их видел, они у него были в руках, но он их сдал. У нас есть эта информация на немецком языке, 1819 год. Но, к сожалению, мы не нашли. Что касается других вопросов, то... Я думаю, что нужно еще работать. Вот есть Государственный исторический музей, мы там не отрабатывали, а там крупное хранилище раскопочного материала, которые проводили археологи здесь, в Ингушетии. Мы не работали там, и археологи не работали, и сам я там заходил, тогда эта консервация была, а я не смог отработать. Но, в принципе, мы там просто не работали. И сказать, вот есть или нет, я не могу. Сухой Зимхамуса. По поводу этих кавказских архивов. Я хотел побольше узнать о них. Что это за архивы? Если среди них, если в них какие-то наши тептары, допустим, да, есть ли такое, что они на грани исчезновения, или сокрываются ли они? Вот побольше хотел бы узнать по поводу этих архивов, которые вот по сети находятся. Ну, я скажу, что там таких тептаров там я не знаю, но там очень много 19 века, очень много это самое. Но что касается потери, то потеря в 92 году уже была. Причем несколько, я сейчас не помню цифру, несколько десятков тысяч точно. Это справка Росархива по итогам работы тогда. И причем все материалы, которые касаются народов Северного Кавказа, ну, речь о нас идет, они уже потеряны. Но помимо тех потерянных, есть там еще много материала.
Поэтому есть необходимость там работать. Если даже взять фонд 20, фонд атамана Сунжского дела, там где-то около 4000 дел. И почти все, они так или иначе касаются ингушей. Они доступны, их можно брать. Только надо договариваться, надо покупать, надо работать. А каких-то таких особенных, каких-то таких... Надо думать, что... Вот мы говорили о Берди Кати, у него роман был написан «Через 2 войны». Вот. Рецензия есть на роман, а самого романа у нас нету. Вот. Но дело в том, что он репрессирован, и поэтому, может быть, в архиве ФСБ, может, там есть какие-то материалы. Потому что они, когда арестовывали наших ученых, алимов, они забирали с собой бумаги, поэтому вопрос требует изучения. Но мы не работали в этих архивах, ни в МВД, ни в ФСБ. Недавно совсем в интернете как бы проскочила информация, один знакомый журналист из Осетии, сейчас живет, работает в Москве, опубликовал большую статью, где было написано, что первая драматургическая работа Михаила Булгакова, известный писатель, она была написана во Владикавказе, и она была написана о семье Ингуша. По-моему, как я сейчас не помню, называлась «Сыновья Мулы», что ли? «Сыновья Мулы», да. То есть вот эти архивы, эти документы, как бы вот, то, что касается об истории ингушей 19 века, и все-таки там, я думаю, что большой багаж, начало 20 века, который еще как бы предстоит отработать нам. И вот как бы тоже из этой темы у нас очень много царских офицеров, да, которых какие-то вот легенды, рассказы идут. Тот же Дакиев, когда приезжал из Санкт-Петербурга, рассказывал, что он часто натыкался еще 1830-х, 40-х, 50-х, 1800-х годов, наградные какие-то листы, там, указы по присвоению каких-то званий именно ингушам, которые имели уже в то время дворянское звание и соответствующий офицерский чин. Все эти бумаги есть, я выявлял где-то лет 15 назад дворянские дела Бунхо и Мочка Базоркина и Ходя Хушкова. У нас зарегистрированных с тем, чтобы документы, которые прошли через департамент Герольдии, у нас только 3 официально подтвержденных, внесенных в список, 3 представителя. Кроме того, я привозил также герб Мамиловых, он составлен в 1908 году. Другие фамилии, о которых мы говорим, они имели по статусу право быть дворянами, по награждениям, по тому, но они не оформляли просто этот дворянство. Поэтому получается так, у него есть орден, он соответствует, в обществе он может зайти как дворянин, а просто он не занимался вопросом оформления через всю эту процедуру. Многие не делали этого. Поэтому у нас когда говорят о документах, они такие. Что касается офицеров, у нас их очень много было, служилых людей. Но, к сожалению, очень мало сказано. Один из первых офицеров – это Абхан Зауров, 1830-е годы. Тут недавно, в прошлом году, я обнаружил командира комбриг Лавиновский Борис Яковлевич. Значит, он умер в 1936 году, комбриг, командир дивизии, близкий соратник Тухачевского, 40 лет умер. По данным послужного списка родился в Владикавказе отец ингуш. А вот попытки узнать, кто фамилия как? Лавиновский Борис Яковлевич, у него мать еврейка. Пока мы не смогли. Нашли дело на него дело, а оно подлежит, нельзя смотреть, потому что охрана, частной жизни, и поэтому не разрешает посмотреть. Персонально. Да, поэтому какие-то такие проблемы бывают. Но я хочу сказать, а кто знал, что у нас комбриг, один из таких видных советских, так сказать, командиров. И поэтому могут появиться еще и еще. Просто мы о них не знаем. Ибрагим. Ибрагим Доскиев, Центр раздел. Вопрос мой связан с периодом исламизации ингушетии. Разные есть мнения по этому поводу. Официально мы знаем, да, 19 век. Ваше мнение по поводу исламизации и вопрос, связанный с ним, так называемый период арабского завоевания, да, всегда в походах у них были летописцы, которые все описывали
последнего. Дело в том, что в Российском этнографическом музее на сайте выставлена фотография, написано конец 19 века, осетины, родовое село. На самом деле оказалось, что это селение Дугергишт. Селение Дугергишт – это селение Куштовых. То есть вот это пример я говорю. Но на самом деле этих примеров много. Просто я не хотел бы сейчас углубляться в эту тему. Что касается арабских, то у нас практически такой работы проведено не было. Почему? Потому что мы, вот те Ибн Хаукаль, там, Масуди, это 10 век, там, они, значит, мы просто знаем в переложении, там кто-то сказал, кто-то чего-то там это, а фактически не было. Поэтому, не говоря же о том, чтобы кто-нибудь выезжал бы, там, скажем, там, в Турцию, в Сирию, там, те страны, где живут наши люди, никто такой работы не проводил. Поэтому, но есть та информация, которая здесь у нас в России доступна. Это вот как бы книги, которые позже вышли о их путешествии. Но этого мало, это все-таки нужно оригиналы. Такой работы не было. Что касается исламизации, то у нас тут разные подходы. Вот. Ну, с одной стороны, считается, что в XIX веке, вот, а с другой стороны, когда, значит, царевич Вахрушти пишет в начале XVIII века, что еще в 1700-х годах население в Ингушетии уже были мусульманами суннитского толка. Аж если взять 1589 год, и там уже из Ларса султан Мурза, он, значит, клянется на Коране. То есть мы видим, что ислам присутствует и тогда. А вот сказать точно, раньше до этого у нас нет данных, мы не можем ответить. Вот я сейчас все-таки извиняюсь. Вот как раз по поводу того, что вот выезжали, я просто в свое время общался с Марией Елхароевой. Она выезжала в Турцию, и очень много у нее было как бы встреч с представителями диаспоры ингушской, чеченской, которые так называемые мухаджиры, да, которые выезжали в 19 веке из Ингушетии. И, кстати, вот у нее совершенно иная точка зрения на судьбу наших мухаджиров, чем вот мы привыкли читать вот того же Идриса Базоркина, что их там поголовно тяжело они жили, погибали, многие пытались бежать. А по ее словам, вот, потомки говорят, что они их очень хорошо встретили, что там был даже где поселение, где именно жили ингуши, что, я сейчас не помню фамилию этого молодого человека, что он даже стал мэром первого вот этого города, где поселились ингуши. То есть не просто ингушский городок, да, а был турецкий город, куда приехали ингуши, и мэром этого города стал этот молодой парень, сейчас фамилию не вспомню. Вот насколько это правда? Что... Нет, это все правда. Мария ездила, она работала. Но я, когда отвечал на вопрос, имел в виду, никто не работал в архивах. В архивах Турции, в архивах Сирии, в архиве там, других стран. В самих архивах я имею в виду. Потому что документы по мухаджирству не со слов очевидцев, там, которые рассказывают про своего деда, там, а я имел в виду в архивах документы по приему этих поселенцев, в общем, и так далее. То есть я имею в виду архивную часть вопроса. А так, конечно, люди ездят, общаются, там, что-то расспрашивают, что-то записывали. Эта работа была проведена, по крайней мере, в Турции. Сейчас Хабибулат тут руку давно тянул, после этого по второму кругу уже... Просто я хотел к сказанному небольшое. Вот если на исследовании именно вот этого вопроса об исламизации поступит финансирование, обеспечение, вы будете работать в данном направлении? Я, как бы сказать, стараюсь всегда соглашаться на предложения любые, потому что даже в том случае, если я не знаю языка, я согласен буду. Почему? Потому что даже не зная языка, зная просто технологию вопроса, вот технологию, то есть как все-таки даже можно все-таки отработать. Вот. Ну, у меня был один случай такой. Например, вышла книга на иврите 1872 год. На русском языке есть, как бы сказать, ну, не перевод, а как бы анонс такой, вот, что вот есть такая книга, и тут же дано на иврите. А сама книга про Центральный Кавказ, о кавказцах, ну, мне было интересно, что там на иврите об ингушах, может быть, будет. И искал.
И что я сделал? Я не нашел, сразу скажу, что я не нашел. Но дело в том, что там стояли на иврите много-много стеллажей, и я просто, посмотрев на заголовок, просто просматривал картотеку на предмет сходства с названием, потому что я-то не знаю языка, и не нашел. А потом думаю, может быть, я упустил, пропустил, значит, там, поговорил со специалистом, там, работник был, еврей, он посмотрел, тоже не нашел. Но книга-то была, до сих пор не нашли ее. Автор Иуда Черный, автор этой самой, написано в 1872 году. Так и осталась не найденной. Но если выехать, конечно, можно найти. Потому что не может быть, чтобы о Кавказе не было бы информации вот, в литературе на арабском языке, я имею в виду. Не может быть. Хабибул Расаев, Центр Эдгар. Один вопрос. Это насколько можно доверять этим источникам? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот, их много, вот этих центров, где ингуши оставляли след. И где нам больше всего нужно проявлять интерес, где больше зарыто? Можно ли доверять вот этим первоисточникам? Нет, всегда нужно критически подходить. Вот. Но наша задача найти хоть что-нибудь, пусть так написано или по-другому, нам не важно. Важно, чтобы просто найти это все. Потому что до сих пор это все неизвестно. А когда найдешь, ты будешь анализировать, смотреть, бывает что-то и не так, но, по крайней мере, надо иметь на руках. Моя задача просто это, чтобы на руках было. А уж потом надо думать, насколько так или не так. Что касается вопроса, наиболее ценное, это все-таки Тбилиси, это Москва и Петербург, и Владикавказ. Это по ближайшей истории. А если касается древней, то это Армения. Но очень привлекательна в этой связи и Европа. Я имею в виду Франция, Германия, Польша. Вот, куда стекалась в основном вся информация, особенно путешественники в 19 веке были особенно из этих стран. И там очень много. Вот, да, я скажу, что там, я не помню там точно сколько, но практически несколько сот, наверное, публикаций об ингушах я сам выявил на немецком языке. И многие из этих не в обороте еще. Я, помимо того, хотел не только эти публикации, а вообще сами рукописи ученых там, в Европе, найти по возможности. Ну, это такая перспектива, я не знаю. Когда, наверное, таких не было предвзятых отношений, потому что приезжали летописцы, которые просто и смотрели, и записывали так, как они это понимали. Если там были искажения, наверное, были понимания, искажения в силу их сейчас я скажу способностей. В одном случае. Например, Потоцкий, 1797 год, приехал сюда, в Моздок, Кизляр, и он оставил рукопись, где есть одна нехорошая, как бы сказать, отрывочек, абзац такой, об ингушах написанный. Потом, сам его труд вышел в 1820 каком-то году, точно не помню. Клапрот выпустил его труд, сам он умер уже. А сам Клапрот в 1814 из его труда подчеркнул и вставил у себя в свою работу. Затем, Ковалевский, который изучал семью и обычаи, уже полагаясь на этого Потоцкого, стал писать этот отрывок, он пошел гулять, он гуляет вообще-то. А в этом отрывке что сказано? Там сказано, что ингус женится на 5 женах. После смерти, отца, сыновья женятся на женах отца, кроме своей матери. Это написано. Это никак не может соответствовать ингушской жизни. Во-первых, чтобы на 5 женах женат был, это вообще, как бы сказать, редкость такая, я не знаю какая. А такого быть не может быть. И вот я это прочитал на немецком языке, еще до всяких русских публикаций. Посмотрел, вижу, что это не то. А как от того, что я скажу, что это не было, это же мало, нужно, чтобы источник был. Потом, я нахожу источник. Автор Коцебю, это 1811 год. Коцебю пишет, что данную информацию ему дал чеченец Урус. Причем дал ее во время сильной пьянки. И так и написано, во время чрезмерного употребления водки. И
И вот это рассказано во время пьянки, информация пошла гулять. И никто не сказал, он же... Откуда он появился, источник? Так записано, вот так он записан. Хорошо, что то, что написано, режет сразу, значит, сознание, и ты знаешь, что это не то, не может быть. А вдруг там было что-то такое, которое вполне и может быть. Поэтому это насторожило. Я проверил, получилось так. Так, еще. Я вас очень просто. Обычай же брать жену брата. Представьте. Был у вас или нет? Да, Ибрагим Мурзиев. Ингуши был. Может быть, это все-таки он немножко как переначал? Не был, обычай был. Жену брата был, это называется Леврат, это было. Это было не только ингушей, и многих народов. Это было, но это было, это есть. С этим мы не спорим. Это был обычай или прецеденты все-таки? Это был обычай или прецедент? Прецеденты. Ну, поэтому, соответственно, это не обычай. Ну, как обычно, в смысле, факт имел место, грубо говоря. Но это не обычай, это не обязательно. При определенных условиях. При определенных условиях там бывает... Есть обычаи, есть прецеденты. Нет, это не обычай. Еще в начале 20 века у ингушей такие случаи были, это я знаю. Случаи были, но это не обычай. Есть случаи, они обычаи. Это нормально. Имеет в виду, когда кто-то там... Если это допускается, Амир, ваш... Правильно, заметили, не обычай. А можно? Амир, секунду. Амир Кусой, журналист, недавно, точнее, несколько лет назад написали статью «Лаймох пройдена в миру мифологии». Вот расскажите про эту теорию, было бы интересно просто, насколько это соответствует действительности. Я это расскажу, но если я не знаю... Буквально вкратце, чтобы понять, пройдено в том смысле, что отсюда все пошло, или мы... Сейчас я скажу. Центр. Дело в том, что это тема, которая вызывает бурю, так сказать, бурю и здесь, и не только здесь. Я с этой темой выступал в Тбилиси, в Алмате, Элисте, в Москве и в Берлине. То есть в разных местах выступал, перед разной аудиторией. Здесь самое большее сомневающееся, так сказать, здесь. И то только потому, что как это может быть такое? Вот я это предложил, это пока гипотеза. Но если я сам покажу эти вещи, если после этих вещей я посмотрю, как вы на это будете, анализировал все эти вещи, вот, эпосы, мифологии многих, не то что многих, а некоторых народов, и что-то не хватало, чтобы убедить в том, что мы, наша земля, наша территория является некой такой священной территорией. Доказательств, ну так можно, говорить, рассуждать, говорить, опять скажут, вот пишут, Газиков, значит, теряет реальность, он там выдумывает об ингушах, там такое. А так можно подумать. Если не иметь, как бы сказать, скажу, со своих позиций, но я при этом полагаюсь на то, что вы можете посмотреть и, как бы сказать, насколько я точно, вы можете сидеть, я просто покажу. Здесь вот такая система. Я думаю, будет видно. Карта Ингушетия. Мы ручкой обвели реки, чтобы просто контрастность была, чтобы было видно. Но повернули ее вот так. Мы смотрим отсюда с севера на юг. Если на юг смотрим, вот Шуанкорт, вот Терек, вот Камбелеевка, вот Ассовика. Мы обвели чуть-чуть пожирнее, и выявляется следующее, что если так внимательно посмотреть, вот здесь вот так вот, то это похоже на человека. На человека. Здесь вам трудно это увидеть, но мы его вырезали. Вырезали по контуру реки. Можно потом посмотреть, вообще не вырезая, просто на карту посмотреть. Вы увидите. Я только ногу могу различить, и это понятно. Нет, ну контур человека, вот просто контур речь идет. Вы, когда ближе подойдете, увидите. Дело в том, что теперь смотрим, что на нем. На голове коническая корона. Две правых руки, две левых руки. В одной правой руке он держит молнию, вот другой правый кулак, вот две правых. Одной левой рукой он держит на правом ухе раковину. Это описание Бога Вишну, индийского Бога Вишну. Описание. А мы предполагаем, что это он. Предполагаем. Но чтобы более быть
точным, так сказать, необходимо учесть следующее. По описанию Махабхарати у него на груди расположена жена Лакшми. Именно на груди, в этом месте. Здесь мы ее не видим. Мы смотрим с космоса на это место. С космоса посмотрим на это место. Мы вырезали. Вот смотрите. Видите изображение женщины? Это мы вырезали. А вот не вырезанное, просто вид с космоса. Теперь вы можете, если, может быть, далеко, я не знаю, увидеть. Это контур по рекам или я не совсем? Контур реки и горные вот всякие вот, так сказать. Ну, реки понятно, горные это может быть произвольно все-таки, да? Ну вот смотрите, вы должны подойти, посмотреть, увидеть, есть ли там она или нет. Вот такое. Дальше теперь смотрите, что интересно. Дальше следующее. Тоже карта, обыкновенная карта. Здесь, вот если кто по реке Асе в Таргиме ездил, там есть Паглбиаригал называется. Да. Вот в районе там, где Паглбиаригал, если вы посмотрите, вы видите зайца. Подойдите ближе, вы увидите, вот под пальцем. Вот под пальцем. Именно в том месте, где Паглбиаригал. Здесь, вот так, если вы посмотрите, видите женщина. Это богиня Тушоли. Ну вот. Контур. Это если включить воображение. Ну пусть какие-то моменты могут быть четкие, какие-то могут сомнительные. Но неважно. Когда вы увидите количество этих схождений, вы увидите, что что-то может быть не так, а что-то так. Ну смотрите, вот здесь женщина. Это богиня Тушоли. В этом месте находится главное святилище, селение Кок. Ее обитель Хавар-Ерда, козел. Рядом козел стоит. Вот вы видите слона изображение. Но это индийский бог Ганеша. Но до того, как он был слоном, там якобы был мальчик. Мать позвала бога Шани. У нас есть Шанхой, Шани. Мальчик должен быть в этом месте. С космоса, когда мы смотрим, мы видим вот. Это Шанское ущелье. Не, это в районе Ангушта. Шанхой здесь чуть выше, но это вот Ангушта. Вот смотрите. Можно соглашаться, можно нет, но фигуры, образы присутствуют. Причем они присутствуют в конечном итоге, когда вы ближе подойдете, потом я могу показать, всего этих образов на сегодня, идентифицированных, совпадающих с текстами скандинавской мифологии, индийской, более 700. На вот этой маленькой территории. Поэтому я и исходил из чего? Когда мы анализируем Индии, есть река Ганга, она священная река у них, но есть еще описание этой Ганги, эпическое описание. И в эпическом описании написано, что Ганга течет с хобота слона, с морды коровы, с головы шивы и с большого пальца левой ноги. Эпическое. Если мы посмотрим на спутниковой карте исток Ганги, ничего подобного там нет. Но зато здесь есть и слон есть, и голова есть, и левая нога есть, и левый палец, большой палец левой ноги есть, и морда коровы есть. Только эта речка у нас называется Ачки, которая течет в Ангушт. А чтобы не было сомнений, что это не выдумка, вот посмотрите. Видите? Это раскопки в Яндере. Яндере? Да. Это Яндери? В Яндере выкопанная. А? Шива? Да, это индийский, да. Индийский. Да, можно. А Гадиева и Ситкин, там связь тогда присутствует? Вот смотрите. Это раскопки, это уже, я не знаю, какой это век, что-то анализировали, но предметы есть. А где хранится? В музее в Назране. А примерно хотя бы определили время?
Пока нет. Это должны археологи сделать, я не знаю. Я просто к тому, что, чтобы не удивлялись, что что-то общее может быть. Вот у нас здесь был историк Ахриев Алихан, он, я помню, показывал тоже карту, физическую карту Кавказа, и она там напоминает орла. И вот где как раз этот голова орла, это город Магаса. Он говорит, но опять же, это все зависит, наверное, от угла зрения, потому что мы когда смотрим на облака, мы можем увидеть тоже много разных схождений, или где-то арабскую вязь можем в чем-то увидеть. Может быть, это все-таки... Правильно, но дело в том, что мы сейчас, когда говорим вот об этой гипотезе, речь идет о том, что данные образы, они, значит, согласуются с названием данной местности. Вот если Паглбяри, значит, Паглбяри Гал и рядом Пагл. То есть они еще так согласуются. Не просто там вот мы зайца нашли. А с другой стороны, они согласуются с текстами в Махабхарате, в других мифологиях. Именно по сюжету. Вот положено там, скажем, правой руке иметь там что-то. Вот у него как раз правой руки. Я здесь потом еще покажу, ближе подойдете. Ну тогда же спутников не было. Каким образом все было определено? Вот этот вопрос, правильно, этот вопрос задавали мне и ученые крупные. А я говорю, я не этот вопрос не могу ответить. Почему? Потому что каким образом в пустыне Наска есть там тоже какие-то вещи, как их я не знаю. Значит, и тут то, что-то присутствует. Но объяснить я не могу это. Ну, это повсеместно встречается. Вот, но, а с другой стороны, моя задача показать, что на нашей территории эти образы присутствуют. В древних пирамидах, по-моему, майя, да, есть изображение космического корабля и человека в этом корабле, летящего. Это еще доисторическое. Это египетская. Но, чтобы быть легче, я скажу, что это гипотеза. Это вопрос, который нужно еще изучать, дискутировать. Вот. Я даже предлагал, что нужны более современные, может быть, технологии, инструменты. То есть это можно перепроверять, проанализировать и так далее. Но факт есть факт, что образы присутствуют. Они присутствуют очень много, их там очень много. Поэтому я и предложил такую гипотезу. Это у нас Центральный музей, да? Я просто, к примеру, сказать, что, чтобы не удивлялись, что есть взаимосвязи между Индией и Ингушетией. Но, правда, я не могу сказать, были ли наши люди там, или индийские люди были здесь, я не знаю. Но факт, что вот у нас в земле. Когда-то, я помню, когда я учился на Дальнем Востоке, и когда я говорил, кто я по национальности, у некоторых ребят тоже возникали такие аналогии. Индус, ингуш. То есть, может быть, здесь и фонетически какой-то сходство можно обнаружить. Я когда в Берлине зашел в Шива-темпель туда, а там как раз проводили это служение, и там были прихожане. Прихожане были, женщины там это. Я показал вот мальчика. Когда я показал мальчика, они сразу сказали Ганеша. И мне говорят, а вы откуда? Ну, по-немецки мы говорим. Я говорю, ингуш. Они говорят, индус? Я говорю, нет, не индус, говорю, ингуш. Так что это похожесть какая-то есть, но это так себе. Это так, это пока теория. Но эта теория, я почему и с ней выступаю, говорю, чересчур много образов, чересчур много. И причем они сходятся. Я потом, я просто сейчас не имею времени, они сходятся по многим нашим ингушским вещам, много сходятся. Причем вот этот палец, где там, вот мы сейчас говорим, палец ноги, там, где вот хобот слона, вот там же палец находится. Пальцы на санскрите называются ангушта, а у нас местность ангушта. Поэтому здесь можно много говорить, может это просто сходство, а может не знаю как. Так, ну последний вопрос, у нас уже время заканчивается. Давно у нашего вопроса. А ты несколько... Ну давайте, два вопроса тогда, хорошо получилось. Ислам. Я беседовал с Нурдином и беседую в социальных сетях с Шепсук. И мы затрагивали вопросы о топонимике. Сейчас это Грузия, в сторону недалеко от Турции. Про речку Чарох, Чурхия, про поселение Магате, про клан Маго в Абхазии, в Адыгее, про клан, квартал, Тейп, как мы называем, Гар Эрикилж, Магате, поселение
возле этой реки, это приток этой реки называют Чорох по-грузински, конкретно по старому названию Чурхи, да? Вы, наверное, интересовались этими вопросами. И когда поглубже начали задавать вопросы, спрашивать, узнавать по поводу моря, по поводу названия таких простых обыденных вещей, которые должны быть в любом языке, и в старину, и в древние времена, 80-90% совпадения с адыгскими названиями, староадыгский язык, так называемый, на котором они сейчас не разговаривают. И топонимика, очень много названий, совпадающих с нашим названием в Горной Ингушетии. В районе этого русла реки и на современной части Грузии, вот, недалеко от Турции. Что мы могли бы прокомментировать такого рода информацию? Я скажу следующее, что если мы возьмем не только Чорохи, не только Анатолию, не только там Урарту и так далее, мы, если посмотрим и другие языки, мы увидим массу схождений. То есть ингушский язык видит, есть такие же параллели в других языках, их очень много. И поэтому, когда, вот, скажем, идет разбор, откуда, скажем, слово «вир», осел, да, говорят, что есть в грузинском языке «вири». И сразу говорят, ингуши взяли грузин. Ну ладно, можно допустить, потому что мы живем рядом там. Если когда мы говорим луж, скользить, и русское, скажем, лыжи, ну, можно допустить, русские рядом живут, мы взяли. А как объяснить тогда китайский архи, вода, ингушский архи, вода? Как объяснить там в других языках, скажем, там, чувашском? То есть получается, что в ингушском языке, если мы посмотрим в этот русский язык, посмотрим там другие языки, мы найдем массу. И возникает вопрос, ну, который близко, понятно, наверное, на нас оказали влияние, ладно там. А как быть тогда с теми далекими странами? И получается, вопрос получается. Я считаю, что мы эти слова ни у кого не брали. Просто они у нас находятся в языке с того отдаленного, далекого времени, когда эти слова были общими и для тех предков, и для этих предков. Вот я так думаю, потому что иначе, как бы сказать, как вы думаете, ну тут позабирали у соседей, мы приняли слова, потом ездили мы в Китай, ездили мы там другие, и что, набирали, что ли? Это никак не может быть. Только если мы находились в центре какой-то цивилизации, ну, в какой самой цивилизации, где все это варилось, где создавалось, только так мы могли это иметь. Поэтому у нас вот и есть арабские, скажем, тоже схождения. Но арабский, одно дело более современный, там, скажем, 19, а есть такие слова, которые у нас присутствуют, например, ажил, испокон веков присутствует. Это не 19 век слово, это не самое. Хейр, пейде присутствует давно, не сегодня. Кроме, есть, которые сегодня мы займем, есть такие. Ну, а есть, которые уходят в такую глубину, что мы не брали. Поэтому я думаю, что чем глубже мы будем работать, и поэтому я вот, когда вы сказали здесь, вот выступали другие, я их поддерживаю, тех людей, которые занимаются поисками в языке. Другое дело, что кто-то там удачно, может быть, примеры приводит, другой неудачно, но само направление верное. Потому что в нашем языке много чего сохранилось. Поэтому наш язык можно рассматривать как ключ. Ну, например, просто два примера. Далеко не буду ходить. В немецком языке есть слово «хазе». «Хазе» – это «заяц». Когда я спрашивал немку, у вас есть этимология слова? Нету. Там нет ни корня, ничего там нет, чтобы проанализировать. Если посмотреть, говорю, на ингушский язык, и посмотреть с точки зрения ингушского языка, что это может значить, тогда можно как-то постараться ответить на вопрос. По-ингушски «хаз» – слушать, слышать, «хазат». А у него уши большие, и все время признак главный у зайца – это все время сидеть, как бы сказать, настороженно, слушать одним словом. И получается, что наше слово «хаз» как бы более подходит под объяснение. А сами немцы вообще не объясняют его. Нет никакой этимологии. Или возьмем слово «ди ойле». «Ойле» – это сова. Сова – это
значит, птица, она символ мудрости, знаний, так рассматривается. По-ингушски уила – мысль, думать, что как раз подходит под понятие знания, мудрость и так далее. То есть, или, например, вот вы сказали, там, адыгские, в адыгском языке, когда мы рассматриваем эпос, есть слово такое, гоуз называется, у них оно есть, в песнях они поют, про нартов. Смысла нет этого слова. Причем, смысл такой, что он очень такой был, ну, как бы сказать, хитрый, вот такой смысл там. Они дают понятие славный. А славный не подходит, он более подходит, как бы вот он такой изобретательный был. И получается, если употребить ингушское гоуз, как раз подходит. Я ему предложил, говорю, попробуйте, говорю. Или, например, два персонажа у них, у адыгов, в нашем эпосе, Мегезеш и Пезегеш. Это как и брат, и сестра, и как муж и жена проходят они. Вот. Я вижу, а они объяснить не могут, у них нет объяснения. Но я решил, подумал, раз они контрастные, мужчина, ну, муж и жена, или брат и сестра, значит, что-то разное должно быть. Посмотрел на слово пезгиш, пезгиш, пезгиш мужская обувь, месеш женская обувь. И получается, там обыгрывается вот это вот понятие. То есть нашим языком можно пробовать. Другое дело, может быть, что-то случайное совпадение, а что-то может такое. Но я просто предлагаю попробовать в разных языках. Это должны делать специалисты. Но если у вас нету никакой, как бы сказать, версии, никакой нет, вы никак не можете, так лучше вот воспользоваться ингушским языком, попробуйте, что это по-ингушски значит. Может быть, тогда какое-то просветление будет. Я вот хотел спросить вас о переднеазиатской истории ингушей. Располагаете ли вы какие мы бы, видимо, запутался, сведениями, которые бы позволили пролить свет на эту проблему? И как вы оцениваете перспективы исследования этой связи? У нас таких разработок, у нас собственных, в общем-то, хороших таких, наверное, не было, но что касается вот, исследователей, дьяконов, например, они пришли к выводу, что переднеазиатский, скажем, хуритский мир имеет много общего, схожего с нашим языком. То есть факт подтверждается, факт признается, родства в языке. Но было ли это влияние нашего языка туда или оттуда, это я не знаю, они не объясняют. Но что присутствует, это есть. Поэтому, ну, я же говорю, что не только в Передней Азии. Если вы просмотрите слова многие, они совпадают и с другими словами. Ну, заявляют, такие громкие заявления делают, что вот ингушский язык является родителем всех языков. Я почему? Я сейчас сказал, что как инструмент. Возможно, попробовали, вот скажем, вот несколько слов. Я видел когда-то дерево языков, но явно не ингуши его делали. Это дерево языков всех, в принципе, там прослеживало. И как бы корень стоял основной язык, дальше шли семитские, разные группы. От этого, значит, ствола без изменения шла наско-дагестанская группа языка. То есть она дальше не менялась. Шли дальше ветки, то есть сиони, это как бы исследования были не наши, и не кавказские, никакие, потому что там все языки были исследованы. Дальше они там как-то менялись, шли ветки и дальше до современного времени. Но вот эта группа, она без изменений шла. Это не значит, что от ингушского произошло все языки. Это значит просто сохранился лучше вот эта ветвь, как бы она без изменений больше сохранилась, чем дальше. У меня, наверное, вопрос будет далекий от предмета и объекта исследования, о чем сейчас фактически уже переходит в такую почти научную дискуссию. У меня вопрос такой, ну как бы вот ваше мнение об этом услышать. Я вижу две проблемы. Есть проблема языка и есть проблема финансирования этих исследований. То есть эти проблемы стоят остро. Плодами пользоваться хотим и мы, там нам интересно читать, но опять-таки кто с этим будет работать? Здесь как бы у меня, наверное, вопрос, ваше видение развития этой науки в перспективе, потому что вот тот, по крайней мере, тот ряд исследователей, которые я вижу, вот Марьям Сылова, Марьям Индиева, и вы, это все-таки уже то поколение. Вот из нового поколения, и что дальше? Вот как развивать это направление? У героев есть много поклонников, но мало последователей. Вот, оно в этом ключе. Спасибо.
Вопрос хороший очень. Дело в том, что людей, которые, как бы сказать, взялись бы или бросив все, взяли бы как бы вот такое направление, таких сегодня нету среди молодых. И я думаю, что не предвидится. Потому что пример, который мы подаем в этом плане, люди это видят. Никаких дивидендов от занятий, никаких абсолютно. Более того, не то, чтобы там не помогают, это одна сторона, еще делают так, чтобы ты вообще не работал, чтобы ты вообще ничего не делал. Оставляют тебя без зарплаты, скажем, не берут на работу, и ты должен несколько лет сидеть и смотрят, сможет и не сможет там. И тебе надо, не имея зарплаты, делать эту работу, потому что перестать нельзя. Потому что моя задача, это вот эта мифология, это все, ну, типа хобби, это не обязательно. А обязательно это все-таки привозить домой документы, материалы. Вот. Проблема какая, вот сказали о языке. Я сколько раз подавал эту проблему, сколько раз обращался. Работ по языку, по ингушскому языку, не так много. Ну, наберется там больше, ну, может быть, больше 100. Может быть, названий, наименований. И речь идет о словарях 20-х годов, о словарях, которые были в 19 веке, там, Клапрота, там, Гильденштетта, там, других, там, Старчевского, там, других. Их не так много. Расходы, чтобы их приобрести, вообще никакие. Вот. Поэтому я говорю, если мы занимаемся языком, у нас должен быть на полке все словари быть. Их где-то, ну, около 10 всех, которые мы знаем. Ну, можешь их купить? Я их все скопировал, все привез. Я привез аббаты 27-го года, аббат 29-го года. Это Ужахова, это Иналука Мальсагова, это Заурбека Мальсагова. Это аббаты Саутаби, Саутиева, Темиева, Захмата и Цакиева, Мурсала и Зортова, Умара. Все их привез я в республику в свое время и подарил, дал там тому, другому, третьему. Но, с другой стороны, есть еще ряд других публикаций. Есть публикации на иностранных языках, об ингушском языке. Есть в архиве в Москве, уже лет 15 назад, даже больше, наверное, я выявил ингушский язык, грамматика ингушского языка Яковлева. 1000 листов. Никто до сих пор его не купил, не взял. Вот. Хотя бы даже эту, вот как бы мы говорим о языке, там развивать надо, а надо же это приобрести и иметь на полке, просто они должны стоять. Кому надо, посмотрит. Того же Гарипёкина взять надо, других, это самое, авторов. Кто что-то там возьмет, кто-то же там, может быть, не возьмет, но иметь их надо. А там есть порой и такие юморные, смешные вещи есть в этих словарях. Вот, к примеру, 1787 год, словарь, там 300 ингушских слов, 1787 год. И просто на интерес, мне просто интересно было, как русский приехал сюда спрашивать ингуша, не зная ингушского языка. Тут сидит ингуш, не знающий русского языка. И как они друг друга спрашивали. Ну, и по одному слову понятно, что там что-то они недопоняли. А вопрос о чем идет? Вопрос идет пол. Пол имеется в виду, вот, по которому мы ступаем. Он ему задает вопрос, пол, а тот ему ответил, так и записано, Ардакаш. Ардакаш. То есть, он, видимо, не мог понять, что с него спрашивают. Ну, Ардакаш, видимо, ложит там что-то. Смешно же как бы это. Или там он спрашивает, рыба-кит, он рыбу спрашивает, а тот живот. Гяк написано, то есть он как бы это имеет в виду. Ну, это просто интересно даже, просто это. Потом словари Самциева, 1846 год, там 1800 слов. Это все непроработанные лингвистами вещи, современными нашими сегодняшними лингвистами, не проработано вообще. Поэтому все это надо иметь. Другое дело, что поездки необходимо стимулировать. И не обязательно там должен один человек, много людей должно ездить. Но если даже многие не могут поехать или нельзя, если даже может один поехать, то не надо делать так, чтобы затормозить, чтобы он не поехал. Вот как сейчас у меня, я рассчитался с работы
проработал 9 месяцев только потому, что мои поездки в архив не воспринимались, то есть мне как бы зачем ты ездишь? Хотя я ездил от сторонних организаций, но привозил документы домой сюда. Поэтому, если нет оплаты соответствующей, конечно, молодые люди не будут заниматься. Это и другие тоже не хотят заниматься. Просто в моем случае просто нельзя останавливаться, потому что, ну, я здесь это не отметил, я вообще, пользуясь случаем, хотел бы вообще поблагодарить, пользуясь тем, что здесь все это выйдет в эфир, поблагодарить вообще народ, ингушский, свой народ, который очень тепло относится ко мне и к моей деятельности, не говоря о чиновниках, те вообще, как говорится, понятия не имеют, потому что понимают необходимость вот этих документов, потому что были привезены не только документы такого научного характера, были привезены многие фотографии, причем фотографии, которые человек не видел своего там отца, допустим, маленький был, или там деда там. Если вы бы видели бы состояние Магомеда Оздоева, Махмад Оздоев, значит, в 99 году ему было 80 лет. 80 лет, и я привез записи назмов 1910 года, который исполняет его отец, Белан Мулла. Если вы видели бы через столько лет, это в тот год, когда он родился. И я включил диктофон, он слушал, он сидел в таком состоянии был, а другой рядом сидел, Вахсак Бисот, у него слезы на глазах были. То есть через столько лет услышать голос своего отца, который умер в 1919 году. Это надо видеть. Видеть надо еще людей, которые не видели своего отца, а увидели фотографию. Таких случаев достаточно много. Поэтому оно имеет и такое прикладное, как бы сказать. Вот я приехал сейчас из Баку, привез 3 фотографии. Сагов быстро нашелся, родственник, 1912 года фотография. Гамботову отдал. Сейчас остается Оздоев. Искать надо, кому отдать. Оздоев много. То есть какая-то семья увидит своего деда. Ну, правда, при этом есть и люди, которые мы не смогли определить, кто есть, кто там. Поэтому надо работать. Поэтому люди при встречах, они ставят проблемы, поиска там тех, других, третьих. Я в свое время поставил проблему, мне люди поставили, поиск участников Великой Отечественной войны, участников, награжденных, там, пропавших без вести. Я поставил эту проблему перед руководителем республики, поставил ее, мне, как бы для меня были выделены средства, 1 000 000 рублей на 6 месяцев работы. Правда, в том миллионе зарплаты не было, просто без зарплаты. Лишь бы там было на дорогу, на гостиницу и так далее. В конечном счете попала Миннац, и мне эти деньги не выдали. Сказали, если выдадим, будешь иметь суточные 100 рублей. 6 месяцев работы в Москве, 100 рублей суточные. Это 3 раза метро проехать, а там надо же еще на что. Поэтому данный проект отпал. А сколько людей, если вы видели бы людей, которые со слезами хотят найти, просят, ну, к счастью, несколько человек были найдены, я имею в виду в моей практике. А сколько еще предстоит? А если мы не поедем, мы не найдем. Отправить не могут. Без вести пропавших очень много людей. И все, несмотря на то, что время пришло, люди хотят их найти, ищут их. Я нашел там одного своего, так сказать, родственника. Ну, такая проблема была, давно нету его, а в то же время нельзя справить по нему, потому что нету документально, что он умер. А в документах проходит он как Дашоев. Ну, фамилия Дашоев Магомед. Кто он такой? Кто его знает? А дело в том, что он был в плену, а написано по-немецки. По-немецки Дашоев выглядит как Дасхоев. Просто немецкая, вот 3 буквы, вот и все. И мы вычислили его сразу. И люди сделали все там по нему, как должно быть. То есть это же простые вопросы. Это не глубокая история, это просто то, что мы должны делать. Вот. И
ну, я понимаю, что там не надо там, ну, часто там отправлять. Но иногда отправлять-то можно, раз в год хотя бы, или 2 раза в год. Всего лишь командировку на месяц. Дал ему при этом деньги на билет, на гостиницу и суточные. И вот эти вопросы, они не решаются. А если решается, то где-нибудь так вот. А надо... Это не то, что там один должен решать. Надо было группу сделать, 2, 3, 5 человек. Я предлагал много раз. Я не считаю себя там крупным исследователем, но у меня 40 с лишним лет работы, стаж, опыта в этой работе. Просто отправить со мною просто на пару, со мной в командировку какого-нибудь парня. Молодой, который учится там, или аспирант, или там кто. Просто, чтобы он со мной побыл эти 2-3 недели. Посмотрит просто, что к чему. И он за 2 недели выучит то, что я там целый год или там несколько лет учил в свое время. Потому что это практика, это быстро учится, когда ты рядом находишься. Это тоже не делается. Я это высказываю, потому что меня тоже болит за это. Потому что я не успеваю. Конечно, я привожу в республику много информации, особенно по неизвестной информации, много привожу, достаточно много. Но это только часть того, что там есть. Я все не охватываю, я не достаю все. Но меня это беспокоит. Битный Бахтаж, это я от души говорю, потому что это вопросы наболело, и их надо решать. Ясно,